Патрон Абубакар Бузуртанов снова оправдал свое второе имя, данное ему тренером. Показал быстрый темп и реакцию. Самый юный победитель клуба, всего лишь 9 лет и 2 года тренировок. На всероссийском турнире он провел 3 боя, безоговорочно одержав верх над оппонентами. Первый бой отыграл так. في болевой حجرت так وحال حلقة الرستاق وحياة قراس. Второй бой досрочно кофе орсо. Физи кугушца треугольника шталяется клига болевой قراس так. Третий бой хавор чик по баллам кофе орсо. Второе золото клуба принадлежит Алиму Эльджеркиеву по прозвищу Бульдозер. Своей борьбой и физической силой он с уверенностью завоевал победу по Панкратиону. Это первое их выступление по новым правилам. Можно было проиграть, просто допустив несколько ошибок. Но со своей задачей Алим справился. болевой كل прямо عشان أي آخر بوي إشتن كنت أقول إن شاء الله بوي بنكتيون أخذ أصل التان чалёки здесь правила жутся субанси дух балу жутич. По сравнению с Алимом, Мухаммеду Цичоеву было тяжелее адаптироваться к новым правилам. На тренировках он всегда ставил акцент на ударную технику с добиванием во время партера. По словам Мухаммеда, золото он добился трудом. В первом бою я победил по баллам, а в втором бою я победил досрочно обещающим приемом. Было очень сложно не добивать человека партера. Всероссийский турнир по Панкратиону собрал на своей площадке 400 спортсменов из 20 регионов России. Они оспаривали места в 8 возрастных категориях с 6 лет и до 20+. Ингушетию представили 53 участника спортивных клубов «Панчер», «Эскар» и «Малгобек». Всего наши завоевали 15 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Показали хорошие результаты, ожидаемые результаты. Меня радует то, что каждый из спортсменов имеет ту возможность, которую получил там, будучи в Майкопе, продемонстрировал все то, чему их учили тренера, проявили, кроме мастерства, приобретенных навыков и выученных приемов, проявили еще бойцовский характер. Желание, умение двигаться вперед – это тоже составляющая, очень важная составляющая их профессионального роста. Поэтому считаю, что тренерским штабом, составом Республики Ингушетия в части Панкратиона проделана очень большая работа. И по большому счету весь 2022 год, можно сказать, что прошел успешно. Как отмечает сам тренер Ислам Ахильгов, он больше ставил не на победу своих воспитанников, а на опыт, который они получат, сражаясь с сильными борцами страны. В дальнейшем новые навыки им пригодятся в соревнованиях по ММА. Панчер не раз радовал своих поклонников крупными победами. Такой успех, как делятся сами спортсмены, заслуга их тренера. Он сразу подмечает и развивает их сильные стороны, отсюда и прозвище воспитанников. Это же мои дети, реально, это мои сыновья, потому что они выросли со мной. Есть люди, вот Умар Эльджеркиев, он у меня тренируется уже 8 лет. То есть Мишка тоже Цичоев Магомед, я его Мишка называю, тоже 7 лет, 6 лет. Как бы любя, это мои дети. У меня у всех, я даже никого могу сказать, ни на одного своего бойца не называю по имени большинство. Даже когда я заполняю, я забываю их имена уже. Мишка, я назвал Мишкой, потому что он боролся как медведь. То есть он мог забороть и не отпускать. Как реально, как медведь. Патрон постоянно шустрый, такой пацан пробивной. Вот из-за этого его так назвал. Есть Элвис, он похож на Элвиса, такой прическа такая, вот маневр такой, я его назвал Элвис. Этот год победы у Панчера подошел к концу. С января спортсменов ждут очередные соревнования и новые триумфы, делится тренер. Ну а воли к победе у ребят не занимать. Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24.